Бисмиллахир-рахманир-рахим, ля хауля ля куввата илля билля. На прошлом уроке мы начали говорить о том, что алима Захира всегда занимается внешним, а алима Ахирата в первую очередь занимается батыном, то есть внутренним. Преимущество книги имама Газали Хья в том, что имам не ограничивается поверхностным рассмотрением вопроса. Некоторые приводят пару аятов и хадисов и думают, что раскрыли тему. Но откуда берется, например, зависть и как с ней бороться, они не могут объяснить. Имам Газали разъясняет все от А до Я. Имам Газали, рахимуллах, говорит, действительно, большинство ученых прибегает к внешнему, пренебрегая очищением навса, потому что физические действия просты. Совершать поклонение внешне очень просто. Если бы это было сложно, то мунафики не делали бы намаз вместе с пророком, алейхиссаляту вассалям. Сложно совершать все изнутри, искренне. Если бы мунафики так совершали намазы, то они не были бы мунафиками. А действия сердец трудны. Они выбрали легкое. В этом мире мы все получаем согласно внешнему. Поэтому люди гордятся, что читают великие книги по фикху, или Бухари, или Динкуз, или Джами. Даже человек, который пару слов по-арабски не может сказать, и тот читает Джами. Имам Газали, рахимуллах, продолжает. Это похоже на то, как человек, которому трудно выпить горькое лекарство, предпочитает слегка смазать поверхность тела и постоянно изнуряет себя умощением, от чего количество гноя увеличивается, а потому возрастают болезни. Если же ты хочешь благ Ахирата, ищешь спасение от губительного и бежишь от вечной погибели в аду, то изучай скрытые болезни и их лечение, как мы объяснили в четверти о людских пороках. Затем это неизбежно приводит тебя к постижению достохвальных ступеней, упомянутых в четверти о путях спасения. Сначала изучаешь болезнь, затем изучаешь лечение и после лечения выздоравливаешь. Если идти не по такому пути, не спасешься. Имам Газали, рахимуллах, говорит, ведь если сердце отвратится от порицаемого, то наполнится похвальным. В наши дни сердца заполнены двумя вещами. Одно из них – это любовь к деньгам. Некоторые могут спросить, а разве не стремление к власти? Не вполне. Люди стремятся к власти, чтобы при помощи нее получить еще больше денег, поэтому говорят, что любовь к мирскому – основа всего плохого. Ибн Атейля сказал, «Освободи свое сердце от всего, кроме Аллаха, и оно наполнится духовными состояниями». Если мы пойдем в гости и на пороге дома, куда пришли, увидим туфли самого ненавистного нам человека, то что мы сделаем? Пойдем обратно. Так и мавахибы, то есть духовные дары от Аллаха, они обильно текут в этом мире, но увидев в человеческом сердце что-то помимо Аллаха, проходят мимо. Когда духовные состояния видят в нашем сердце что-то кроме Аллаха, они с гневом возвращаются обратно. И чем больше освобождаешь от своего сердца, тем больше оно наполняется знанием. Подумай сам. Отец пошел работать рано утром, мать пошла торговать на рынок, а детей отдали в ясли. Насколько у этих людей сердце занято Аллахом? Имам Газали, рахимулла, продолжает. «И на земле, если она очистится от сорняков, вырастут различные злаки и благовонные растения. Если не очистить от порицаемого свое сердце, то не вырастешь в нем похвальных качеств. Не погружайся целиком в фардуль кифая». Имеется в виду остав фарзуляйн. Не надо, оставив такие науки, как ихья, заниматься проблемами, с которыми мусульмане никогда не столкнутся в наши дни. Особенно, если есть человек, который занимается этим. Почему люди так стремятся совершать фарзуль кифая в ущерб фарзуляйн? Потому что так они достигают известности и денег. Если человек при помощи интернета рассказывает не мусульманину об исламе, через какое-то время он принимает ислам, разве эту работу можно увидеть? А какую можно? Все видят тех, кто с минбара выкрикивает какие-нибудь лозунги, вот это всем видно. А невидимой работы почти нет, хотя довольство Аллаха тем, кто его выполняет, намного больше. Мы должны делать ту работу, которая принесет нам довольство Аллаха. Если же мы начнем делать работу, которая вызывает довольство людей, это не принесет нам плодов ни в этой жизни, ни в жизни следующей. Имам Газали, рахимулла, говорит, ведь тот, кто губит себя, стремясь исправить других, почти нет людей, которые читали бы книги Хасану Старакудусуру должным образом, с адабом. Либо читают, бросив книгу на пол, либо книги порваны. Один шейх спросил, неужели книга Алима должна выглядеть так?
Наши предки, которые жили в голодное время, книги оборачивали в кожу, когда даже нитку найти было сложно, чтобы зашить штаны. А в наши дни есть много всяких канцелярских штук, которые помогают содержать книги должным образом. Просто посмотрев на книгу, можно понять, есть у нее владельца адаб или нет. Нам нужно работать именно над нафсом, и мусульмане отстают, потому что этого не делают. Некоторые хвалятся тем, что читали серьезные книги по фикху, но не в этом цель. Нужно быть совершенным со всех сторон, знать и Коран, и Сунну, и нравственность, которые описаны в книгах имама Газали. Имам Газали, рахимуллах, продолжает: «Ведь тот, кто губит себя, стремясь исправить других, неразумен. Как глуп тот, кому под одежду заползли змеи и скорпионы и собираются его убить, а он тем временем ищет мухобойку, чтобы отогнать мух от другого человека. Человека охватили духовные болезни, а он решает чужие проблемы. А он тем временем ищет мухобойку, чтобы отогнать мух от другого человека, который не избавит его и не спасет от змей и скорпионов, если те захотят погубить его. Если ты сможешь очистить свой нафс и отказаться от явных и тайных грехов, если это войдет у тебя в привычку и перестанет быть трудным, а пока это не так, так написал имам Газали почти 1000 лет назад, а в наши дни это попросту невозможно, то займись фарзуль кифая и продвигайся в нем постепенно. Например, джаназа намаз. Альхамдулилля, есть люди, которые могут это сделать. Некоторые говорят, что от этого плохо становится, от чего хорошо на сердце в наши дни. Если за вымытого покойника пообещают последнюю модель Мерседеса, многие ринутся делать умершему омовение. Деньги творят невероятные вещи. Много трусов из-за денег стали смельчаками и погибли. Деньги меняют человека в один миг. Также важно получать знания постепенно, а у нас сегодня читают Мухтасар, завтра уже второй том Джалялейн, а мы в ответ скажем то же самое, что сказал Абу Бакр, услышав стишки Мусайлима Каззаба, который хотел их выдать за откровение: «Инна лиляхи ва инна илейхи раджиун». Сегодня день, когда умер арабский язык. Мы же скажем: сегодня день, когда умерли мутаалимы. Это все равно, как если бы устаз сразу обучал мурида сложным вещам тариката. Некоторые могут сказать, что Мухаммад Закир Чистави достиг высот тариката за 1 год. Мы же скажем, что живем в разные времена. Мы живем во времена, когда дозволенное смешалось с запретным, а они жили и ели только чистое. Поэтому сравнивать их и нас – это сравнивать небесных ангелов и бездомных попрошаек. Имам Газали, рахимуллах, продолжает: «Начни с книги Всевышнего Аллаха, если ты араб. Если не араб, то как ты начнешь с Корана? Поэтому аджамы должны начинать с арабского языка. Затем перейди к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В Итхафе сказано, что надо изучать сунну и получать знания у знатоков этой науки. Каждую науку надо брать у специалистов. Фикх у факиха, тафсир у муфассира, хадис у мухаддиса. Тогда станешь совершенным алимом». Потом к тафсиру Корана. Аз-Забиди в Итхафе приводят ряд тафсиров, в которых талибуль ильму порицается заглядывать. Не стоит торопиться читать все, что называется тафсиром. Они бывают разные. Имам Газали, рахималлах, продолжает: «И прочие коранические науки, таким как знания об отменяющих и отмененных аятах, илм ан-насих валь-мансух. В начале ниспослания Корана некоторые вещи были дозволены, а потом постепенно пришел запрет. Это хороший пример того, почему шариат запрещает говорить о религии тому, у кого нет религиозных знаний. Знания об аятах, связанных текстуально, но различных по смыслу, аль-маусуль у аль-мафсуль. То, что словесно близко друг к другу, но различается по смыслу. Об этом можно узнать в книгах Улюмуль Кур'ан, таких как Иткан или Бурхан. О ясных и неясных аятах. Мухкам – это аяты с очевидным смыслом. О ясных мухкам и неясных муташабихат аятах, а также о сунне. Одним из первых о хадисах с противоположными смыслами написал имам Шафи в книге Мухталяфуль Хадис. Шариат не позволяет следовать первому попавшемуся аяту или хадису, нужно понять, что говорят о нем алимы. Имам Газали, рахимуллах, продолжает: «Затем займись отраслями наук, фурур. И это науки о мазхабах, которые относятся к наукам фикх, за исключением разночтений в них. Одна из слабостей дагестанского образования заключается в том, что ученики в наших медресе разбираются только в нашем шафиитском мазхабе, о других мазхабах ничего не знают. Причем это относится как к ученикам, так и к учителям.
Мы должны разбираться и в других мазхабах, потому что сталкиваемся с разными мнениями в хаджи. Люди посещают разные страны и города, и последователи разных мазхабов смешиваются друг с другом. Надо хотя бы ознакомиться с другими мазхабами. Такие книги, как Минхадж, есть и у других мазхабов. В ханафитском мазхабе следует ознакомиться с книгой Нуруль Идах, шархом на нее Марак аль-Фалях. Также надо ознакомиться с Мухтасар аль-Халиль. Это книга по маликитскому мазхабу, вокруг которой собраны все книги маликитского мазхаба, а по ханабалитскому мазхабу Раузатуль Мурбия. Это все однотомные книги, и нам следует их прочитать, чтобы поддерживать связь с другими мазхабами, чтобы не было так, что человек хаджи переходит в ханафитский мазхаб, а о нем ничего кроме названия не знает. Мы должны давать народу знания, чтобы их не обманывали всякие проходимцы и аферисты от религии. А затем усулюль фикх. Что же такое усулюль фикх? Усулюль фикх – это основа всех ахкамов, о которых сообщается в мазхабе. На этой основе выводятся ахкамы из Корана и Сунны. Усулюль фикх – это то, что между нами и Кораном и Сунной. Имам Шафи был океаном этой науки, он знал эту науку со всех сторон. Усуль – это наука об общих правилах, при помощи которых выводятся ахкамы, касающиеся поступков. Усуль фикх не касается вопросов акиды или ахляка. Имам Газали, рахимуллах, продолжает. Итак, следует идти к другим наукам в зависимости от потребности в них, в жизни и от наличия времени на их усвоение. И на этом мы закончим наш урок. Nitlet ders hanitele ve innema faza'al aktharuna ilal a'mali zahireti abun. Nitlet sanujet asiyeb derside bayan gubit size nitlet zaman gitlöylü hukun. Velhamdülillahi